предоставляется президенту Кыргызской республики Садыру Нуркожевичу Жапарову. Пожалуйста, Садыр Нуркожевич. Уважаемый Николай Валаевич, уважаемый глава государств, дорогие участники заседания, позвольте сердечно поприветствовать всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в канун нашего общего праздника 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В этой связи хочу поздравить наших граждан с праздником Победы, который нам дали наши отцы и деды, отважно воевавшие на фронте, наши матери, самоотверженно трудившиеся в тылу и воевавшие на фронте наравне с мужчинами. Их героические подвиги во имя мирной и счастливой жизни мы свято храним в наших сердцах. Пользуясь приятной возможностью, уважаемый Владимир Владимирович, хочу от имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравить вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством высокого признания и поддержки российским народом, вашей мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики российского государства. Также выражаю искреннюю признательность нашим российским друзьям за традиционное гостеприимство и высокую организацию сегодняшней встречи. Пользуясь случаем, хочу пожелать уважаемому Николаю Валаевичу, премьер-министру Республики Армения, успешного проведения года председательства и поздравить всех моих коллег с десятилетием подписания договора о Евразийском экономическом союзе от 29 марта 2014 года. Уважаемые коллеги, за 10 лет своего существования Евразийский экономический союз состоялся как одно из ключевых региональных объединений, способное поддерживать и экономическую интеграцию во имя стабильности экономик государств-членов и роста благосостояния их граждан. Многие согласятся со мной, находясь в одном союзе, мы смогли сохранить макроэкономическую стабильность, обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность в регионе, снизить уровень безработицы, поддерживать устойчивый рост производства и выходить на новые рынки сбыта. Это подтверждается статистическими данными. Экономика Союза в прошлом году показала уверенный рост. По итогам 2023 года рост внутреннего валового продукта составил 3,8%. При этом промышленное производство выросло на 3,7%. Были выполнены строительные работы с ростом на 8,6%. Оборот розничной торговли вырос на 6,6%. Инвестиции в основной капитал в наших странах выросли на 10,3%. ВВП Кыргызской республики по итогам прошлого года вырос на 6,2%, преодолел исторический рубеж, составив почти 1,3 триллиона сомов. А по итогам первого квартала текущего года рост ВВП составил 8,8%. Кыргызская республика ощущает позитивный эффект от интеграции и увеличения внешней торговли. С момента вступления в Союз и по 2023 год внешнеторговый оборот Кыргызской республики вырос с 5,6 миллиардов долларов до 15,7 миллиардов долларов, увеличившись в 2,8 раза. При этом объемы экспорта выросли в 2,2 раза, а импорт увеличился в 2,9 раза. Дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции, в том числе создание единого рынка товаров, услуг без барьеров и изъятий, общих рынков энергоносителей, обеспечение свободы перемещения трудовых ресурсов, без сомнения, были и остаются приоритетными направлениями для Кыргызской республики. Мы намерены и дальше продолжать активную работу по укреплению равноправных, взаимовыгодных и дружественных отношений между государствами-членами Союза. Уважаемые коллеги, взаимная торговля между государствами-членами продолжает активно развиваться.
За годы участия Кыргызской Республики в Союзе взаимная торговля с государствами-членами выросла на 76%. С 2,5 миллиардов долларов до 4,4 миллиарда долларов. Экспорт Кыргызской Республики в страны ЕАЭС увеличился в 3 раза. С 410 миллионов долларов до 1,23 миллиардов долларов. А объем импорта вырос в более чем 50%. С 2 миллиардов долларов до 3 миллиардов долларов. Хочу отметить, что бизнес настроен на дальнейшую интеграцию. Он не только адаптировался к новым условиям, но и вносит существенный вклад в интеграционную повестку, развитие и поддержание экономической активности между нашими странами и во внешнем контуре. Объемы экспорта Кыргызской Республики в страны ЕАЭС остаются высокими. Так, без учета экспорта золота, 80% нашего экспорта направляются в страны ЕАЭС. При этом в структуре экспорта Кыргызской Республики растет объем товаров с более высокой добавленной стоимостью, таких как текстиль, одежда, обувь, изделия из пластмассы и камня. Наряду с этим хочу отметить, что взаимная торговля Кыргызской Республики кооперационными товарами со странами ЕАЭС также имеет тенденцию роста и по итогам 9 месяцев 2023 года выросла на 34,8%. Считаю, что данные показатели являются зримым отражением поступательного развития сотрудничества и углубления интеграционных связей между нашими государствами. Уважаемые друзья, ситуация на международной арене остается сложной, и мы продолжаем находиться в процессе масштабной трансформации, обусловленной внешними неблагоприятными факторами. На фоне серьезных отклонений функционирования глобальной торговой системы происходит смещение экономической активности с запада на восток, с севера на юг. В этой связи возникает необходимость выстраивания необходимой финансовой, логистической и товаропроводящей инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Это, несомненно, требует значительных инвестиций и неординарных подходов, а главное – совместных и согласованных действий в поиске альтернативных цепочек поставок. В этом смысле хотел бы подчеркнуть особую важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один поезд, один путь». Кыргызская республика также прилагает большие усилия для повышения транспортной связанности государств-членов с учетом, в том числе, развития транспортного коридора север-юг. В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Достигнуты договоренности по открытию новых и расширению пропускной способности действующих пунктов пропуска с Китайской Народной Республикой. Кроме этого, полностью обеспечено обустройство и материально-техническое оснащение всех 14 пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза. Обязательства Кыргызской Республики, взятые при вступлении в ЕАЭС, выполнены в полном объеме. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность российской стороне и лично президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за оказанную материально-техническую помощь. Координация усилий глав государств-членов по совместному развитию транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры на международных транспортных коридорах становится значимым ресурсом интеграции. Нам необходимо усилить работу внутри Союза и с третьими странами по снятию инфраструктурных ограничений, законодательных барьеров, синхронизации работы контролирующих органов с тем, чтобы обеспечить быстрые перевозки посредством цифровых платформ. В том плане призываю стороны и комиссию активно работать над внедрением электронных товаросопроводительных документов, в том числе при осуществлении мультимодальных перевозок. Современные цифровые решения должны стать основным локомотивом в обеспечении быстрого и эффективного таможенного и налогового администрирования. При этом предлагаем проработать механизмы передачи готовых платформенных решений между странами ЕАЭС в рамках реализации цифровой повестки или на основе двусторонних договоренностей между странами.
Уважаемые коллеги, хотел бы подчеркнуть необходимость максимального использования потенциала Союза и принятия совместных мер по повышению уровня взаимного сотрудничества между нашими странами. Нам необходимо создать пространство доверия не на бумаге, а на деле. Усилия по созданию благоприятных условий и сокращению административных издержек на пути передвижения товаров должны носить постоянный и неустанный характер. Наряду с этим, еще одним из ограничивающих факторов в развитии взаимной и внешней торговли ЕАЭС стали все чаще проявляющиеся сложности в осуществлении расчетов, возникающие вследствие оказания давления извне на финансовые системы наших стран. Нам нужно работать над укреплением финансовой инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать и поддерживать потребности участников рынка ЕАЭС при осуществлении торгово-экономического взаимодействия. Уважаемые главы государств, 2024 год является решающим годом в выработке стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Обозначенные нами приоритеты в рамках стратегии 2025 не должны сводиться к подготовке и принятию докладов и рекомендаций. Если есть приоритетные задачи, то по ним должны быть приняты конкретные решения. В прошлом году нами принято решение о финансировании кооперационных проектов. Считаю, что практический запуск данного механизма должен оправдать наши ожидания в части наращивания инвестиционного сотрудничества, поддержки и стимулирования наукоемких производств и промышленных мощностей, а также для трансфера технологий. Данный механизм должен содействовать повышению конкурентоспособности кооперационных товаров Союза и их дальнейшему выходу на внешние рынки. Параллельно предлагаю вести работу по совершенствованию механизма финансирования и на другие приоритетные секторы экономики. Хотел бы отметить несколько моментов в части развития торговли и экспорта. Первое. В конце 2023 года запущена работа Евразийской перестраховочной компании, которая посредством перестрахования рисков должна оказывать поддержку в развитии взаимной и внешней торговли Союза. Компания должна ускорить работу по налаживанию взаимодействия с национальными системами торгового страхования с тем, чтобы они скорее начали использовать дополнительную страховую емкость. Второе, что касается внешнего контура, хотел бы отметить необходимость продолжения работы по формированию преференциальных торговых режимов с заинтересованными странами на взаимовыгодных для всех сторон условиях. Сегодня мы рассмотрели вопрос о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения. Прошу комиссию обратить особое внимание на ключевые положения будущего соглашения преференциального характера и отраслевого сотрудничества. Важно в переговорном процессе учитывать интересы государств-членов ЕАЭС, в которых превалируют средние и малые экспортеров товаров и услуг. Третье. В свете динамично растущего потребительского спроса на азиатских рынках считаю, что потенциал торговли продовольственными товарами с Китаем остается далеко не раскрытым. С учетом сложных процедур допуска сельскохозяйственной продукции на рынке Китая Евразийской экономической комиссии необходимо усилить работу в этом направлении. Уважаемые коллеги, традиционно сфера услуг занимает значительную долю в экономике наших стран. Считаю, что пришло время подумать над расширением рынка услуг ЕАЭС, в первую очередь услуг, связанных с торговлей, финансами, информационными услугами, креативными видами деятельности, туризма, образования и медицины. Предприниматели наших стран должны на деле ощутить стимулы и нашу поддержку в этих сферах. Предлагаю комиссии провести анализ существующих возможностей в данном направлении. Глобальный рынок труда испытывает дефицит квалифицированных трудовых ресурсов. Не стал исключением и единый рынок труда ЕАЭС.
Экономикам стран ЕАЭС требуются квалифицированные работники, способные производить конкурентоспособные товары и оказывать качественные услуги. Технологический прогресс, цифровизация экономики требует от участников рынка труда новых знаний и компетенций, которые способствуют созданию добавленной стоимости и повышению производительности труда. Считаю, что нашим странам нужно развивать активное сотрудничество в сфере подготовки кадров. Нам необходимо рассмотреть возможность создания совместных центров компетенций, на площадке которых мы можем объединить наши усилия по поиску новых знаний и их трансферу. Мобильность трудовых ресурсов и привлекательность рынка труда во многом зависит от миграционной политики, проводимой странами. Поэтому при разработке национальных законодательных актов, регулирующих трудовую миграцию в наших странах, необходим очень выверенный и взвешенный подход. Для Кыргызской республики вопросы мобильности трудящихся носят принципиально важный характер, в связи с чем призываем не допускать нарушения или ухудшения положений договора о ЕАЭС. Нельзя допустить нанесения серьезного урона имиджу нашего объединения. Нужно укреплять доверие наших граждан и продолжать работу по формированию единого рынка труда. Уважаемые коллеги, в завершение хочу пожелать армянской стороне и лично премьер-министру Республики Армения, уважаемому Николу Ваваевичу Пашиняну, успешного проведения года армянского председательства в органах Союза. Хочу поблагодарить всех глав государств и участников заседания за конструктивную работу.